Житель Якутска украл с банковской карты пенсионера 60 тысяч рублей. По данным МВД региона, 21-летний молодой человек попросил в долг 500 рублей. Пенсионер согласился при условии, что тот сам снимет деньги и отдал ему свою банковскую карту, назвав пин-код. Злоумышленник снял 30 тысяч рублей, после чего вернул карту. Как сообщают в ведомстве, похищенные деньги подозреваемый потратил на походы в кино и в бары. Вскоре этого злоумышленнику показалось мало. Он снова пришел в гости к потерпевшему, незаметно украл карту и снял еще 30 тысяч рублей. После этого карту он положил на место, когда зашел вернуть долг потерпевшему. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит срок до 6 лет. Два предприятия в Омиконском районе занимались поиском золота без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Сообщается, что в нарушение требований водного законодательства при использовании ручья и его водоохранной зоны одной из организаций не приняты меры, направленные на предупреждение и ликвидацию загрязнения водных объектов при разработке месторождения, в результате чего наблюдается ухудшение качества воды по содержанию взвешенных веществ железа, меди, цинка. Руководителям предприятий вынесли представление. Также их привлекли к административной ответственности. На данный момент представления прокурора находятся на рассмотрении. В ДТП в Намском районе погиб 34-летний водитель. По информации Управления ГИБДД Республики, около 4 часов ночи в дежурную часть поступило сообщение, что на дороге Намцы-Якутск произошло ДТП с погибшим. На место выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Проверка предварительно установила, что в темное время суток 34-летний водитель на машине Toyota Ipsum без пассажиров на 48-м километре региональной дороги не справился с управлением и съехал с дороги. Машина перевернулась. В момент обнаружения она лежала на крыше в перевернутом виде в 21 метре от дороги. Машина принадлежит погибшему. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства этой аварии. 61-летняя жительница Якутска стала жертвой мошенников. С ее банковской карты украли около 60 тысяч рублей. Неизвестный сообщил ей о несанкционированном снятии денег с ее карты, после чего потерпевшей поступила СМС о попытке списания более 7,5 тысяч рублей. Звонивший стал интересоваться картами других банков, принадлежащих женщине. Он начал объяснять, что у всех банков единая система безопасности, и якобы перевел разговор на сотрудника другого банка. Женщина передала мошенникам конфиденциальные данные своей карты, и уже позже она обнаружила, что с ее банковского счета несколькими платежами списали деньги. Следователи возбудили уголовное дело из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда на Транссибе в Новосибирской области. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». По предварительным данным, инцидент произошел на станции Татарская. Поезд перевозил щебень, никто не пострадал. На место происшествия выехала следственная группа. МЧС уточняет, что с рельсов сошли 30 вагонов, 16 из них опрокинулись. Среди опрокинувшихся вагонов были 6 цистерн с дизельным топливом. Оказались повреждены контактная сеть и железнодорожное полотно. 2 цистерны с топливом разлились, спасатели применили спецсредства, чтобы не допустить возгорания. Следственный комитет ведет расследование крушения частного самолета, за штурвалом которого был известный журналист. Рассматривается несколько версий произошедшего. Среди приоритетных – ошибка пилотирования и техническая неисправность летательного аппарата. В настоящее время специалисты дополнительно осматривают место крушения самолета, пилотом которого был телеведущий, вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета. Кроме того, продолжается изучение технической документации воздушного судна. Полученную информацию следователи сопоставят с данными видеорегистраторов очевидцев автопроизшествия, показаниями свидетелей и другими материалами. В субботу частный легкомоторный спортивный самолет вылетел с аэродрома Московской области в Рыбинск Ярославской области. Перед полетом самолет прошел все необходимые проверки. После вылета двигатель летательного аппарата отказал и загорелся в воздухе. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле у поселка Чкалово городского округа Люберцы. По словам свидетелей, посадка была жесткой. Самолет сразу охватило пламя. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Следователи расследуют взрыв в Гвардейске Калининградской области, в результате которого погиб один человек. По данным следствия, 2 строительных рабочих участвовали в ремонте крыши многоквартирного двухэтажного жилого дома. Один из них спустился вниз, чтобы отбить от грязи некий предмет. В этот момент и произошел взрыв. 34-летний мужчина, гражданин другого государства, погиб на месте от полученных тяжелых ран. Других пострадавших от происшествия правоохранительные органы не называют. Также нанесен материальный ущерб, осколками выбиты стекла на 1-м этаже дома. Следственный комитет предполагает, что речь идет о снаряде, оставшемся здесь с боевых действий в 1945 году. По делу назначены экспертизы и ведется выяснение обстоятельств.